Привет, это Крым Реалии, вторник, 15:00 по Киеву. Мы выходим в прямой эфир. В студии работает Сергей Макрушин. Сегодня мы говорим о возвращении исторических названий городам, селам и поселкам, географическим объектам Крыма, о переходе этого процесса, возможно, уже в практическую плоскость. Кабинет министров Украины готовит решение, которое поможет ввести в употребление исторические названия населенных пунктов Крыма. Это решение разрабатывается по поручению Национальной комиссии по вопросам крымско-татарского языка и во исполнение принятого ранее закона об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии. Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины, сейчас идет согласование механизмов, которые позволят применять восстановленные названия с использованием латинской графики в медиа, научных работах, а также на дорожных указателях при изготовлении карт и так далее. К нашему разговору сейчас подключается Татьяна Савчук, менеджер по коммуникациям Крымско-татарского ресурсного центра. Татьяна Савчук. Татьяна, добрый день. Добрый день. Крымско-татарский ресурсный центр уже несколько лет ведет информационную кампанию по возвращению исторической топонимики к Крыму. Вот это сообщение от Минреинтеграции, это известие о том, что готовится вот такое решение правительства. О чем оно нам говорит, на каком отрезке пути мы сейчас в этом процессе находимся? Да, Минреинтеграция недавно сообщила, что вскоре будут все названия в Крыму переименованы именно крымско-татарским языком. Да, благодаря закону Украины о декоммунизации уже 70 из почти что 1500 названий полуострова переименованы. И сейчас говорится именно о том, что они написаны будут не украинскими буквами, а именно крымско-татарскими. Хочу отметить, что в рамках нашей компании Крымско-татарского ресурсного центра и Меджлиса крымско-татарского народа, мы стараемся использовать также названия в двух вариантах, как украинскими буквами, так и непосредственно крымско-татарскими, для того, чтобы украинцы могли запоминать эти названия, но и также привыкать к настоящим их написаниям. Известно именно, что сейчас разработано именно 70 таких названий, но у нас еще более 1400 названий, над которыми нужно работать, и сейчас продолжается работа над этим. Давайте о критике поговорим. В социальных сетях можно разные мнения встретить. Вот часто замечают под публикациями Крымско-татарского ресурсного центра, что восстановленные топонимы, они преимущественно крымско-татарские, и переименование касается именно их. Что вы отвечаете вот на такие замечания, может быть, претензии? Да, на самом деле наша компания имеет очень высокие охваты. Только лишь за последний год это более 600 тысяч людей, это только в социальных сетях. И действительно мы встречаем не только позитивные комментарии, не только позитивные отзывы, но и с критикой. И то, что вы сказали, это одна из самых распространенных критик, и действительно мы очень много комментариев получаем, почему мы возвращаем именно крымско-татарский, почему не украинский, а где Украина, что украинцы будут решать, что будет в Крыму. Мы здесь подчеркиваем, что неважно, какого происхождения у нас название, то ли греческого, то ли крымско-татарского происхождения или латинского, мы возвращаем украинские названия, ведь процессом восстановления справедливости занимается именно Украина. Кроме этой критики мы также встречаем и другую, будто бы еще рано говорит о переименовании, ведь нужно сначала деоккупировать Крым, и вообще ЗСУ будет решать, что будет в Крыму. Но тут мы также пытаемся объяснить простым людям, что на самом деле, когда мы деоккупируем Крым, то у нас будут вовсе другие проблемы, другие заботы, и кому будет какое дело до восстановления топонимов Крыма. И тем более мы рассказываем, что уже имеем 4 закона, которые это нам позволяют сделать. И мы также сталкиваемся с такими комментариями, что это не нужно сейчас делать, что нам нужно тратить деньги в другие сферы. Но мы также стараемся объяснить, что возвращение
топонимов Крыма — это также инструменты для деоккупации Крыма, для его скорейшего возвращения. И ведь если мы восстановим топонимы Крыма, мы покажем, кто в Крыму есть истинным хозяином, что это Украина. Ведь какие названия в Крыму будут на украинских картах, такие названия будут и на международных. И согласитесь, когда мы читаем такие названия, как Симферополь, Севастополь, мы ассоциируем их с Россией. Но если мы будем читать Акьяр, Акмещит, Кизлев и тому подобное, то будет вовсе другое восприятие, и мы будем думать, что Крым точно не принадлежит Российской Федерации. Вот некоторые исторические названия из употребления в Крыму не выходили даже после депортации и смены названий населенных пунктов. Люди в разговорной речи между собой там некоторые населенные пункты или районы Крыма вот называли историческими названиями. Но есть и другие, наверное, ситуации. Вот, как коммуницировать? Думали ли вы над коммуникационными кампаниями уже непосредственно на территории Крыма? Вот если будут люди, которые против, например, возвращения того или иного исторического названия населенному пункту? Безусловно, будут те, кто против, всегда стыкаемся с такой реакцией. Здесь нужно подходить с умом и проводить различные встречи, различные мероприятия и объяснять, почему мы должны возвращать то или иное название, и пояснять, что, например, данный населенный пункт, он был именно переименован. То есть Российская Федерация или Российская империя или Советский Союз, они переименовали с целью стереть память, стереть историю и подходить именно в таком ключе, что мы хотим сохранить историю, сохранить связь коренных народов с Крымом, сохранить истинные факты. То есть нужно объяснять, что мы не переименовываем, мы не оккупанты, мы не хотим, мы наоборот хотим восстановить и способствовать этому. Я напоминаю, что беседуем мы с Татьяной Савчук, менеджером по коммуникациям Крымско-татарского ресурсного центра. Давайте в продолжение нашего разговора послушаем комментарий Ольги Куришко. Это заместитель постоянного представителя президента Украины в автономной республике Крым. Мы спросили там о той ситуации, когда есть уже решение о переименовании ряда населенных пунктов, но средства массовой информации, люди в своем общении и даже официальные органы в своей коммуникации еще используют старые советские названия. Давайте послушаем комментарий. Такое встречается, потому что людям нужно время для того, чтобы перейти со старых названий на новые названия. Это, один элемент. Второй элемент, когда происходит переименование, должны еще выделяться деньги из бюджета для внесения определенных изменений в названия, которые используются официально. Это, например, вывески, это печать каких-нибудь книг. Более быстрее вошло в обиход новое название. Очень хорошо работает, когда это идет привязка к историческим событиям, то есть когда объясняю через исторические события, почему название такое, а не другое, например, как происходило изменение этого названия, тогда это больше запоминается. Или когда это, если, например, это переименование улиц происходит, а не населенных пунктов, рассказывают истории героев, чьи имена носят теперь эти улицы. Продолжаем разговор. Возвращаемся к разговору с Татьяной Савчук, менеджером по коммуникациям Крымско-татарского ресурсного центра. Итак, что можно об этом сказать? Насколько по вашим наблюдениям государство вовлекается в эту работу и насколько большие, если, например, говорить о финансировании, насколько большие суммы могут быть нужны для того, чтобы внедрить это возвращение исторических имен городам и поселкам Крыма? Я уверена, что это очень даже не маленькие деньги, но мы в первую очередь хотим обратиться к медиа,
потому что нам нужно ввести в обиход эти названия, нам нужно, чтобы эти названия были на устах, на телевидении, у журналистов. Например, мы в наших соцсетях, на нашем веб-сайте, когда пишем новости о том, что происходит в Крыму, мы всегда используем настоящие названия и в скобочках пишем, какое название оно носит сейчас. Таким образом, мы рассказываем людям, какие названия должны быть, но и в то же время мы рассказываем, какой это город сейчас, чтобы они могли провести параллели. Кроме этого, действительно нужно больше время уделять именно на рассказе об историях, как были переименованы эти города или села. И, например, мы как раз-таки и пытаемся это делать. Мы каждую неделю выпускаем тот или иной ролик, Reels, где либо члены нашей команды, либо историк рассказывает о том или ином городе, когда он был переименован, кто его переименовал, зачем и какое же настоящее название. И, например, действительно, многие украинцы думают, что Севастополь, Симферополь — это греческие названия, и когда они слышат, что их дала Екатерина II во время своего греческого проекта, они очень часто в шоке и говорят, что думали, что это не так. Спасибо вам за разговор. Напомню, что с нами на связи была Татьяна Савчук, менеджер по коммуникациям Крымско-Татарского ресурсного центра. Мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наша трансляция доступна на YouTube. Подпишитесь на наш канал на YouTube, если вы до сих пор этого не сделали. Смотрите наши эфиры легально в качестве подписчика. Оставляйте свои комментарии под нашей трансляцией. Стараюсь внимательно читать наиболее конструктивные из них. Зачитаю в нашем эфире. Ну и вопросы, конечно же, пишите. К нашему разговору подключается Сергей Громенко, крымский историк. Сергей, добрый день. Добрый день. В начале нашего разговора я попрошу показать кадры. Это архивные кадры, презентация карты, топонимической карты Крыма в 2016 году. Тогда инициатором проекта выступил главный редактор издания «Историческая правда» Вахтанг Кипиани. Вы также принимали участие в этой презентации. Вот давайте об этом поговорим. Много ли скепсиса было по поводу декоммунизации топонимики тогда? И как вы сейчас оцениваете прогресс? Вот если действительно исторические названия, в том числе и с той карты, мы скоро увидим, скажем, на дорожных указателях. Давайте начнем с самого начала. Я, конечно, как один из авторов вообще декоммунизации в Крыму, не могу относиться скептически, но, к сожалению, нам пришлось столкнуться с ситуацией, когда государственная власть в 2015-2016 году не была настроена идти по этому пути до конца. Я напомню нашим зрителям и слушателям, что два региона Украины, две территории, Крым и Донбасс, оказались под временной оккупацией российской. И, несмотря на это, для обоих регионов было решено проводить декоммунизацию, даже переименовывать те населенные пункты, над которыми тогда украинская власть физическим контролем не обладала. И по какой-то причине, мы можем судить об этом, но точного ответа нет, на Донбассе переименования произошли в полном соответствии с украинским законодательством, то есть вне зависимости от того, есть физический контроль или нет, оккупированные города получили новые наименования. В то время как в Крыму буквально с голоса одного из народных депутатов было принято решение, такое дополнение, если можно так сказать, о том, что переименование переименование коммунистических названий произойдет только в тот момент, когда осуществится физическая деоккупация Крыма. И в результате сложилась парадоксальная ситуация. Оккупированный Донбасс живет с украинской новой современной топонимикой, а оккупированный Крым нет. И то, что происходит сегодня, то, что украинская власть спустя практически больше 5 лет решила вернуться к этому вопросу, и, с одной стороны, конечно, не может не вызывать определенного удовлетворения от того, что проделанная прежде работа не уйдет в песок, но с другой стороны, возникает недоумение, что же мешало сделать это раньше. Речь шла в первую очередь всего лишь о 70 топонимах.
не о всех коммунистических названиях, не о всех российских имперских названиях. Только 70 топонимов самые такие вопиющие города, ну, даже без городов, только самые вопиющие села, например, там всякого рода красногвардейские, советские и соответствующие районы. И почему-то этого не сделали тогда. Сейчас будет сделать гораздо труднее, потому что общее число топонимов для переименования выше, а момент упущен, и вместо разъяснений во многом, конечно, придется и вместо дискуссий придется принимать какие-то такие односторонние решения. Ну и в конечном итоге, если уж тогда многие говорили о том, что вот не на часе, то теперь во время полномасштабной войны еще громче будут звучать голоса скептиков. Так что я могу только приветствовать инициативу с возвращением исторической топонимики, но теперь проблем с реализацией этой идеи будет больше. То есть, что здесь пересилит, да, вот этот скепсис, о котором вы говорите, да, не на часе, или все-таки то, что как-то процесс идет, и мы видим, да, вот процесс реализации определенных решений по деколонизации топонимии? То, поскольку я теперь не государственный служащий, не чиновник и тем более не депутат, я не могу сказать, что вот точно пересилит. Я могу сказать, что запас той аргументации, которая была создана в 2015-2016 году, он никуда не делся. И даже более того, полномасштабное российское вторжение показало, что многие из этих аргументов не только не утратили свою силу, но даже и, можно так сказать, приобрели ее вновь. Конечно, будут звучать и более громко голоса противников. Например, если уж мы... Ну, ладно, сейчас мы уже не так, конечно, настроены пить кофе в Ялте, как были настроены в начале этого года, но, тем не менее, вопрос о том, что Крым скоро, вот уже там наши танки войдут в Джанкой, этот вопрос стоял, то, конечно, звучали голоса скептиков, мол, как мы будем жить теперь с крымским населением, которое не принимало, которое и коммунистических-то названий не очень хотело избавиться, и за памятник Ленину стояло горой, а теперь мы фактически им предлагаем изменить. Ну, я говорю не о государственной политике, а о том, как это представлялось в медиа. Потому что вот теперь возьмем, и вообще не будет никакого Симферополя и Севастополя, а будут Акмечеть и Акъяр. Вы подумали о том, как крымское население, которое и без того, может, Украину не слишком ждет, будет воспринимать это. И, к сожалению, я должен заметить, что в последнее время в социальных сетях усилился, ну, я бы не сказал, что такой крымоскепсис, но, тем не менее, среди многих украинцев до этой поры аполитичных возникают вопросы, почему названия, пусть даже имперские и советские, заменяются на крымско-татарские топонимы, а не на якісь питому-украинские. И это, конечно, требует от украинской власти особенного подхода, потому что мало объяснить жителю Крыма, что название село Оползневое – это какой-то совершенно бред фантастический. Не может населенный пункт так называться, тем более, что у него есть прекрасное древнее название Кикинеис. А вот объяснять украинским гражданам на подконтрольной Киеву территории, почему необходимо возвращать именно историческую топонимику, прежде всего крымско-татарскую, пояснять, почему греческая топонимика, например, не так сильно пострадала от переименования. Это уже особое искусство, потому что украинских граждан на подконтрольной территории все-таки побольше, чем жителей Крыма, и могут возникать вопросы, и нынешняя власть, как мы видим, болезненно реагирующая на всякого рода проблемы с исторической памятью, не имеет решения, я уверен, что пока нет какой-то концепции объяснения именно материковым украинцам, как и что нужно переименовывать. Сергей, несколько секунд у нас осталось. Такой вопрос, а была ли у вас обратная связь с жителями тех населенных пунктов, которые уже получили свои исторические названия? Если да, то что они вам говорят? Увы, нет, потому что моя сфера ответственности – это Крым, а те, кто получал обратную связь и занимался Донбассом, это нужно говорить с ними, поскольку ни один из
крымских топонимов не был переименован, антропонимов, вернее, да, то и говорить, к сожалению, я тут пока не могу ни о чем. Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был историк Сергей Громенко. Говорили мы о возвращении исторической топонимики Крыму. Что вы думаете об этом? Пишите в комментариях под этим видео. Напомню, что обязательно нужно подписаться на YouTube-канал Крым Реалии, чтобы не пропустить наши новые прямые трансляции и публикацию новых видео. Это все на сегодня. Напомню, что самые свежие и актуальные новости о происходящем в Крыму вы найдете на сайте Крым Реалии. В студии для вас работал Сергей Макрушин. Крымчане имеют право знать.